Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня начинаем, мы сегодня представляем событие, которое у нас готовилось очень давно и которое мы очень давно ждем. Это событие – это открытие выставки «Педагогический вернисаж», которая проводится в рамках проекта «Педагогический вернисаж. Пути творчества». И прежде чем мы начнем нашу презентацию, я хочу дать слово нашему ректору Галине Владимировне Китай-Городской для приветствия и, собственно, для информирования наших гостей о том, что это у нас такое и чему мы вас готовим. Прошу. Уважаемые коллеги, наши дорогие друзья, именно так хочу к вам обратиться, потому что именно благодаря вам мы сегодня находимся в этом удивительном зале, где представлены работы участников конкурса фестиваля «Педагогический вернисаж. Пути творчества». Очень символичное наименование данного фестиваля, потому что действительно в центре нашего внимания творчество наших коллег, наших педагогических работников. И, конечно, давайте мы вспомним историю нашего конкурса и вспомним, когда он начинался. Я хочу вам рассказать о сроках его проведения, более подробно о его цели. Поэтому давайте начнем с сентября 2020 года, когда мы вместе с вами открыли прием уникальных работ педагогических работников. Очень важно, что цель конкурса – это трансляция профессиональных достижений педагогических работников в области художественного исполнительства и презентация художественного творчества педагогических работников всех уровней образования нашей республики. Мы хотим вам напомнить, что проект реализуется в соответствии с планом мероприятий, с планом наших профессиональных событий, который инициирован Республиканским методическим объединением учителей предметной области искусства. Данное объединение возглавляет Наталья Геннадьевна Торлопова, старший методист нашего института, председатель РМО предметной области искусства. И, конечно, очень важно, что и Наталья Геннадьевна является профессиональным идеологом и фестиваля, и проекта по сопровождению педагогов, которые на сегодняшний день готовы представлять свои достижения. В этом году проект обновил условия для участия, и мы очень рады, что благодаря расширению возможностей в этом году потенциальными участниками стали представители различных сфер. Мы говорим о сфере культуры и о сфере образования, и, конечно, педагоги различных уровней образования. Это педагоги дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, педагоги среднего профессионального образования и высшего образования. И мы понимаем, что многие работы были представлены образовательными командами. Конечно, это очень важно. Можно уже говорить о том, что конкурс популярен. Это очень важно, потому что действительно сегодня мы понимаем, что количество работ, оно увеличивалось в разы. Но хотим напомнить, что конкурс имеет уже свои традиции, потому что в течение последних почти 5 лет мы создавали условия для расширения возможностей для наших педагогов, чтобы они уже активно участвовали в конкурсах, а с другой стороны мы понимаем, что расширение и номинаций в конкурсе позволяет как можно большему количеству педагогических работников представить свои достижения. Конечно, хочется отметить, что конкурс имеет профессиональную основу, и, конечно, он связан прежде всего с очень выверенным методическим содержанием. В то же время проект является оригинальным, и мы уже наблюдаем, что вот определенные наши наработки на уровне Российской Федерации начинают реализовываться. Да, появляются такие конкурсы, но наш конкурс – это особый конкурс.
Я хочу напомнить, что в 2016 году появились возможности виртуальной выставки, и тогда мы уже говорили о том, что мы будем планировать виртуальные события, и вот именно в течение уже последних 2 лет мы понимаем, что наш проектный офис действительно работает в пространстве виртуально и в пространстве очного участия. Выбор такого формата, интеграционного формата, он действительно показывает нам, что мы используем различные пути профессиональной коммуникации. И в конкурсе могут участвовать все педагоги, независимо от места проживания, от места своей деятельности. Хочется отметить, как я уже сказала, что конкурс уже признается на уровне Российской Федерации, и появилась, конечно, уже сейчас мы понимаем необходимость совершенствования содержания данного конкурса с привлечением федеральных экспертов. Он особенно актуален, и мы его обсуждали уже с представителями и федерального профессионального сообщества. Мы здесь говорим и о Институте художественного образования и культурологии, мы говорим о Федеральном совете учителей предметной области искусства. Мы уже представляем наш опыт. Конечно, Ольга Геннадьевна на многих выступлениях, на которых она принимала участие, потому что, говоря, выступления это виртуальные, в основном были в этом году выступления, она всегда позиционировала, что мы не только приглашаем, а что мы готовы делиться опытом. В 2020 году проект территориально очень разросся, очень много муниципальных образований принимало участие, и в этом году принимали участие педагоги и художники из Липецка, Донецка, Петрозаводска, из Красноярска и даже из Финляндии. И все эти работы сегодня находятся в наших очных пространствах и виртуальных. Конечно, одним из первых очных мероприятий в рамках данного конкурса является выставка, которая организована. И сегодня мы открываем наш конкурс-фестиваль именно в зале, в одном из залов, я могу так отметить, где у нас выставка представлена. На выставке 55 работ, и мы понимаем, что 55 участников, 55 работ, даже больше работ, вот коллеги мне подсказывают, что 55 участников представили более сотни творческих работ и проектов. Это художественные работы по живописи, по графике, изделия декоративно-прикладного творчества, изделия современного дизайна, дизайнерские проекты. Конечно, выставку педагогов отличает разнообразие используемых материалов. Вообще они очень удивительные, и у нас будет возможность, мы надеемся, может быть, в декабре-январе пригласить вас, чтобы вы действительно это увидели. Хотя сегодня виртуально в нашем пространстве такая возможность уже есть. В экспозиции выставки мы наблюдаем широкую динамику творческих реплик. От короткого этюда до обдуманной картины, которая исполняется в традиционной реалистической манере или декоративной стилистике. Мы видим разнообразие жанров и тем. Это и пейзажи, портреты, натюрморты, иллюстрации. Бесконечно широк выбор и авторских материалов, которые используются. Чаще всего педагоги и художники обращаются к темам и мотивам своей малой родине. Это особенно важно. И мы заметили, что в этом году мы наблюдаем такую рефлексию по поводу даже наших путешествий, нашего отпуска. И в то же время северные пейзажи, натюрморты, предметов быта, национального быта, они тоже сегодня представлены, даже переработка мифологических сюжетов. В декоративно-прикладном искусстве педагоги и мастера обращаются к природным материалам, текстилю, керамике. Даже есть переработка пластики с использованием мотивов северных ягод. Конечно, хочется, чтобы вы все это увидели. И очень важно, что на выставке представлены изделия на основе традиционных материалов, технологий, а также современные авторские изделия и дизайнерские идеи. Наша выставка будет работать с 18 декабря, то есть начиная с сегодняшнего дня, по 26 февраля. И мы хотим вас, уважаемые коллеги, пригласить на Крещенский фестиваль мастер-классов.
Мы очень надеемся, что мы сможем провести в очном формате. Он состоится 19 января, он стартует и завершится 22 января уже 2021 года в нашем Институте развития образования. И гала-концерт состоится в феврале. Мы обязательно сообщим о конкретной дате в феврале 2021 года. Итак, уважаемые коллеги, мы погружаемся в мир современного творчества, демонстрацию актуальных идей в искусстве наших педагогов. И, конечно, выставка «Педагогический вернисаж», да, на сегодня виртуальная, но именно благодаря этому коммуникационному пространству мы погружаем всех вас в мир современного искусства, в мир творчества и красоты. С творчеством педагогов Республики Коми мы будем знакомить, уважаемые коллеги, конечно, всех, кто будет посещать наш институт. Это участники семинаров и конференций, конечно, наших гостей. Поэтому мы очень надеемся, что вы с вашими коллегами тоже посетите. На сайте нашего института есть отдельная ссылка, где можно ознакомиться со всеми материалами нашего конкурса-фестиваля. И я еще раз напоминаю, Крещенский фестиваль и гала-концерт, он будет именно для вас организован. Конечно, очень важно, что Наталья Геннадьевна Торлопова, она является идеологом и готова решить все вопросы, связанные с вашим участием. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за именно творческое осознание роли педагогического сообщества. Потому что действительно сегодня педагог, он является личностью очень разнообразной. И поэтому этим фестивалем мы еще открываем одну из составляющих нашей профессиональной личности. Креативные, творческие личности, которые умеют сегодня еще и формировать красоту и позитивное отношение к всему тому, что нас окружает. Спасибо, коллеги. Ждем вас в нашем институте. Так, Геннадьевна будет продолжать. Да. Спасибо, Галина Владимировна. И мы сегодня продолжаем. Мы сегодня, как Галина Владимировна сказала, представляем виртуальное пространство. И мне хочется отметить в первую очередь, что наш проект поддерживают наши коллеги с российских регионов. И первое представление — это как раз вот участников этого года, которые согласились принять участие в нашей виртуальной выставке. И мы сейчас запускаем ролик как раз с нашими гостями. Я очень рада приветствовать наших коллег российских, и готовы мы представить их работы в нашей виртуальной выставке. Приглашаем к просмотру.
С роликом можно познакомиться, он будет представлен на сайтах института и в РМО. А сейчас я приглашаю к виртуальной экскурсии, которую мы вам записали вот по экспозиции нашей выставки «Педагогический вернисаж». Так, добрый день, коллеги! Сегодня мы представляем выставку «Педагогический вернисаж», который проходит в рамках проекта «Педагогический вернисаж. Пути творчества». Это у нас выставка проходит в форме биеннале, она проходит раз в 2 года. И мы вам показываем, что экспозиция, она существует, и работы участников, они экспонируются в аудиториях Института развития образования, Коми Республиканского института развития образования. Несколько слов о выставке и о проекте. Проект существует в КРИРО уже 6 лет. Первый прошел в 2016 году, второй в 2018 году. Сейчас он у нас проходит 3-й проект. Это конкурс-фестиваль. Цель конкурса-фестиваля – выявление творческих достижений работников образования. И он проходит по нескольким номинациям. Номинация «Профи», номинация «Дебют» и номинация «Хобби». Здесь на выставке представлены лучшие работы участников. И основная часть участников – это педагоги, преподаватели, учителя изобразительного искусства. Но должна сказать, что на конкурсной площадке принимают участие не только работники, которые реализуют программу художественного образования. Активное участие у нас принимают и учителя технологии, учителя других предметов и, собственно, специальностей, которые реализуются. И диапазон участия тоже очень широкий, потому что мы не ограничиваем ни по уровням образования, ни по специфике работы желающих, которые готовы и могут принять участие, собственно, в этом фестивале. Сегодня мы презентуем выставку. Выставка называется «Педагогический вернисаж». Она экспонируется в аудиториях института. И сейчас мы представляем первый зал. В первом зале у нас представлены работы преподавателей детских художественных школ и РЦДО и университета. За моей спиной представлены акварели Денисовой Анастасии Владимировны. Она является старшим преподавателем Института культуры и искусства Сыктывкарского государственного университета и членом Союза художников России. Вот сейчас здесь мы видим ее 2 акварели, которые очень хорошо у нас держит вот угол. Вот Анастасия Владимировна представила замечательную тему – это зимнего пейзажа. Если мы обратим внимание на эту стену, здесь представлены работы Цапковой Юлии Тарасовны. Она является преподавателем Эжвинской детской художественной школы. Она у нас активный участник мероприятия, еще не пропустила ни одно событие. И вот здесь мы видим ее тоже акварели. Должна заметить, что в этом году многие работы преподаватели делали в рамках самоизоляции. То есть все работы, которые представляются, они последних 2 лет, 19-20 года. То есть у нас очень мало работ, которые были выполнены в предыдущие периоды. Поэтому эти работы свежие, актуальные из сегодняшнего дня. За моей спиной мы видим работу Юшиной Людмилы Владимировны, она является педагогом дополнительного образования Республиканского центра дополнительного образования. Должна сказать, что среди педагогов мало кто обращается к жанру. И вот Людмила Владимировна одна из тех, кто находит время и место для написания жанровой картины. И здесь она представляет тему лета. Вот не так много у нас на выставке представлено такой вот именно продуманной жанровой композиции, но они встречаются, и это очень радует, потому что для художника-педагога в первую очередь это дети, их успехи, их достижения. И, естественно, когда идут достижения самого преподавателя, это очень высокий класс, высокий уровень. Впервые у нас представлены работы
преподавателя, старшего преподавателя Сыктывкарского государственного университета Института культуры и искусства. Это Мартин Милана Валентиновна. Она представляет две замечательные шкатулки, которые вот мы сейчас видим. Они сделаны из керамики. Это керамические шкатулки, гранат и тыква. Изделия очень хрупкие, но достаточно интересные. Они напоминают реальный предмет, но тем не менее они имеют утилитарную возможность. Их можно использовать в быту. И, собственно, вот такие работы делают наши педагоги. И эти педагоги учат наших с вами обучающихся. Еще одна работа представлена. Это преподаватель Сыктывкарского республиканского колледжа искусств имени Чисталева Выборов Александр. Он у нас скульптор, не так много у нас скульпторов. И здесь мы видим портрет девочки, выполнен в гипсе. И очень мало бывает у нас скульптурных форм, объемов. И вот Александр Выборов, он нам показывает, что и в скульптуре работают наши преподаватели и реализуют. Хотя он резчик по дереву, собственно, его работы в большей части встречаются в резной технике, но скульптура является его любовью. И мы имя Саши Выборова знаем по известной скульптуре буквы «Э», которая у нас экспонируется в городе Сыктывкаре. Ну вот он является преподавателем и является участником нашей выставки «Педагогический вернисаж». Традиционно основная масса преподавателей работает в пейзаже, так как в рабочий период, когда преподаем, не всегда находится время написать картины, чаще всего педагог находит время написать акварельный этюд на пленэре. И большая часть представленных работ в нашей экспозиции – это, конечно, пленэрные работы. Вот данная стена, вот мы здесь наблюдаем, и вот, в общем-то, это особенность этой выставки, что представлено очень много пейзажных работ. Здесь представлены работы трех авторов. Это Бунакова Светлана Валентиновна, Григорьева Юлия Олеговна. И самая крайняя работа, потом по плану посмотрим, это Сердитова Татьяна Николаевна. Бунакова Светлана Валентиновна и Григорьева Юлия Олеговна, они являются преподавателями детских школ искусств, детских художественной школы. Светлана Валентиновна Эжвинская детская художественная школа, Юлия Олеговна, она Емвинская. Они являются у нас активными участниками педагогического вернисажа, ежегодно принимают участие, и можно видеть, что каждый год, из года в год растет мастерство этих педагогов, которые они могут демонстрировать своим ученикам, и в данный момент они демонстрируют это нам. Было бы любопытно прийти к вам, посмотреть сами реальные работы. Татьяна Николаевна, она является старшим преподавателем Института культуры и искусства Сыктывкарского государственного университета. Также должна сказать, что это активный участник педагогического вернисажа. Вот сколько он существует, столько она принимает участие. Татьяна Николаевна, она член Союза художников России. Она является как бы молодым художником. И всегда Татьяна Николаевна уже представляет жанровые работы. То есть они имеют обобщение, есть идеи. И вот в данном случае мы видим картину, которая называется «Воспоминания о лете», «Зимой о лете». Вот Так, коллеги, вот сейчас вы посмотрели саму экспозицию выставки, и вы видите, что выставка проходит в реальном режиме, ее можно посетить и посмотреть. Цель наших мероприятий не делать только виртуальные мероприятия, а в первую очередь это реальные события, реальные выставки, реальные концерты, реальные мастер-классы, чтобы мы могли с вами это все видеть, это все пробовать, это все принимать. И сейчас я хочу представить последний ролик. В последнем ролике мы видим работы всех участников нашей выставки. И в первую очередь это республиканские участники. И, собственно, вот последним роликом мы завершаем с вами нашу сегодняшнюю презентацию. Спасибо большое за внимание. Я очень рада, что мы смогли провести это мероприятие. Я жду, как всегда, с вашими идеями, с вашими мероприятиями.
для того, чтобы мы могли их, в общем-то, позиционировать в Институте развития образования Республики Коми. Спасибо большое и до свидания.